Миновал почти год, как экономика страны погрузилась в трудные времена. Главным образом на это повлияли западные санкции, падение курса рубля. Как следствие, стало дороже брать кредиты, снизилась покупательская способность населения, возросли цены на технику, одежду и товары. Без большинства этих вещей кризис можно пережить. Главное, что волнует людей бесспорно – цена на продукты питания. Наш корреспондент Александр Пахомов разбирался в этом вопросе. Сколько стоил год назад, а во сколько обходится сегодня продуктовая корзина. Также мнение специалистов и населения Якутии. Цены на продукты в Якутии находятся в сильной зависимости от экономической ситуации в стране. Напомним, ажиотаж с повышением цен в прошлом году вызвал бурю негодования. Основными факторами стали скудные урожаи гречки и пшеницы, падение курса рубля и сложная экономическая ситуация в стране. Сейчас, по мнению многих ответственных лиц и экспертов, рынок должен стабилизироваться, но кризисные настроения по-прежнему витают в обществе. В общем-то, жизнь идет, поэтому кризис как бы чувствуется, но не критично, да. Ну, вообще, для пенсионеров, конечно, сказывается. Это безусловно. Пенсия же не растет. А так цены, они ползут, они без объявления, без ничего. Но берешь и живешь, и тянешь как-то, и ничего так. Надежда есть какая-нибудь? Но только на себя, на свое здоровье, что устроить на вторую работу хочу подыскать. И если найду, то, наверное, будет уже легче с зарплатой со второй. Немаловажным фактором сдерживания роста цен на продукты является хорошая урожайность. Так, в своем интервью российской газете министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что несмотря на непростую ситуацию в экономике, прогнозируемая продовольственная инфляция по итогам года не превысит 15%, и есть все предпосылки к тому, чтобы в следующем году цены удерживались на стабильном уровне. Здесь стоит понимать, что это коснется далеко не всех регионов. Удаленность – один из главных факторов ценообразования в республике. При производстве местной продукции также используется привозное сырье, запчасти и компоненты для оборудования. Размеры торговых надбавок утверждают органы местного самоуправления на самые необходимые продукты. Меры по сдерживанию роста цен предпринимаются Госкомцен на региональном уровне. Так, после введения продуктового эмбарго в стране, в Якутии был создан оперативный штаб, который занимается мониторингом и анализом ситуации на продовольственном рынке республики. В целях исключения спекулятивного роста цен Госкомцен-РЭК совместно с прокуратурой ужесточили контроль за соблюдением торговых надбавок. Согласно статистическим данным, цены по республике стабилизируются по сравнению с прошлым годом. По мониторингу цен за третий квартал текущего года в целом по Якутии наблюдается стабилизация цен. Есть незначительный рост цен на некоторые продовольственные товары, в том числе до 10% выросли цены на макаронные изделия, крупу рисовые, вареные колбасные изделия. Тем не менее, наблюдается снижение цен на некоторые виды продовольственных товаров, в том числе на мясо кур и молоко питьевое. В связи с началом сбора урожая наблюдается сезонное снижение цен на плодоовощную группу продовольственных товаров до 25%. Региональное отделение Росстата в Якутии ежемесячно ведет сбор данных о стоимости минимального набора продуктов питания по наблюдаемым городам и поселкам республики. Всего их 7. Включая северные удаленные поселки Зырянка и Усть-Нера. Согласно этим данным, средняя ежемесячная стоимость минимального набора по региону упала за последние 3 месяца. В июне она составляла 6010 рублей, в сентябре – 5894 рубля. В минимальный набор продуктов принято включать необходимые объемы потребления на одного взрослого мужчину в год, такие как 20 килограмм муки, 115 килограмм хлеба, 5 килограмм риса, 150 килограмм картофеля, 15 килограмм говядины, 14 килограмм куриного мяса и 110 килограммов молока. Это лишь неполный перечень основных продуктов, и он является усредненным по республике. Нормы потребления также разнятся в зависимости от региона и его условий жизни. Как показывает последний месяц у нас цены выросли по сравнению с началом года на 7%. Это средние цены, если смотреть. На продовольственные товары, рост цен составил 8%. По непродовольственным, также 8%. И услуги
услуги у нас выросли на 6%. Это с начала года. А если сравнивать с сопоставимым периодом, то есть январь-сентябрь этого года с январем-сентябрем прошлого года, то рост, значит, занимает 112 в среднем. Из них, значит, по продовольственным товарам у нас цены выросли на 114%, непродовольственные на 108% и услуги также на 114%. Пока мировое сообщество ставит препоны и создает рыночные трудности для России в целом, Федерация обращает свое внимание на сельско-промышленный комплекс. Объемы сельхозпроизводства в стране в среднем ежегодно увеличиваются на 4-5%, поэтому есть надежда на то, что очередного кратного скачка больше не будет. Александр Пахомов, Василий Соловьев, Василий Слепцов. Якутия. День за днем.